Построенное ОСО-Канское трубно-шиферное предприятие в 2020 году в настоящее время реализует свою продукцию в Баткенской, Джалабадской и Ошской областях. При этом после модернизации предприятия есть возможность экспорта продукции в Таджикистан и Узбекистан. В ходе осмотра премьер-министром предприятия были обсуждены вопросы его текущей деятельности и планы по дальнейшему развитию. Артем Новиков отметил, что в перспективе необходимо образование полноценного промышленного кластера, где будут созданы условия, начиная от добычи сырья и заканчивая выпуском продукции, в том числе на экспорт. Новиков выразил надежду, что к следующему году на предприятии будут запущены дополнительные линии по покраске изделий, озвученные главой предприятия. Здесь есть в Баткенской области очень хорошее месторождение. Если вот подгадаем, найдем хорошее месторождение, вот на Кулатовске, да, и Локмете тоже есть. Если договоримся, все нормально будет, мы можем дальше на развитие ставить производство гипсокартона. Если придем к соглашению, то мы этот проект можем развить. Ваш проект просто нужно посмотреть сейчас, который у вас, говорите, готов. То есть объем инвестиций по финансированию. Давайте тогда еще с Крымско-Российским фондом переговорим, чтобы увеличить линию. Да. На следующий год мы могли запустить. Далее Артем Новиков посетил завод «Южно-Кыргызский цемент», где ознакомился с текущей деятельностью, производственным процессом и перспективами его развития. Было отмечено, что в данное время в связи с распространением коронавируса завод работает частично. Исполняющие обязанности премьер-министра совместно с главой предприятия обсудили проблемные вопросы и меры поддержки предприятия со стороны правительства. Также был обсужден вопрос приезда иностранных специалистов, совместно с которыми будут прорабатываться вопросы модернизации предприятия, в том числе увеличения объемов выпускаемой продукции для запуска завода на полную производственную мощность, а в будущем экспорта продукции в Узбекистан. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы со своей стороны полностью готовы обеспечить все необходимые условия для работы китайских компаний на территории Кыргызской республики. И вот просил бы вас как можно скорее запустить производство в полном объеме для того, чтобы мы могли увеличить и экспорт нашей продукции, и количество задействованных работников на предприятии из числа местных жителей и объем налоговых поступлений для нашей экономики и в целом показатели экономического развития региона. Артем Новиков посетил также Кызылкейский табачно-ферментационный завод, который обеспечивал рабочими местами более 450 человек. Длительное время завод простаивает. При этом со стороны руководства предприятия не предпринимаются попытки по возобновлению его деятельности, в том числе модернизации. Он осмотрел предприятие, поручил полномочному представителю правительства в Баткенской области совместно с международными партнерами рассмотреть вопрос создания полноценного табачного кластера, начиная от выращивания табака, его ферментации и экспорта на предприятия, занимающиеся выпуском табачных изделий. Модернизация предприятия обеспечит рабочие места для местного населения. Будут производиться социальные отчисления, в том числе в республиканский бюджет. Таким инициативам мы всегда будем оказывать содействие, заключил Артем Новиков. В период пандемии одним из главных задач для правительства сейчас являются строительство и модернизация объектов медицинского назначения. В Баткенской области в городе Катамжай Катамжайского района возводится инфекционная больница в рамках предоставления гумпомощи республике со стороны Узбекистана. Строительство ее находится на стадии завершения. Больница, состоящая из 2 корпусов на 214 койко-мест, будет сдана в эксплуатацию в течение 5-7 дней. Исполняющий обязанности премьер-министра в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом ее строительства. Осмотрев здание, Артем Новиков отметил оперативность строительных работ. Отметим, что ранее Узбекистан принял решение оказать помощь в строительстве 2 медучреждений из быстро возводимых конструкций. Одна из больниц будет находиться в Бишкеке, другая – в Кадамжае. Накануне в селе Чонтала Баткенской области сгорел корпус средней школы. Исполняющий обязанности премьер-министра в ходе рабочей поездки в регион побывал на месте пожара. Местным органам власти поручено совместно с Госагентством архитектуры провести ремонтно-восстановительные работы в здании школы. Соответствующие финансовые ресурсы будут выделены, заверил Новиков. Отметим, школа была построена в 80-м году. Она рассчитана на 180 мест. В ней обучается более 300 учеников. В момент возгорания, произошедшего накануне утром, в школе не присутствовали ученики. Пострадавших нет. Юлия Ценко, Бекзат Маширапов, ЛТР, Баткенская область.